Свыше 2000 посылок собрали жители Коми для наших бойцов на передовой. Акция «Материнская посылка» нашла отклик в сердцах сотен неравнодушных людей. Предприятия, организации, школы и даже детские сады вносят посильный вклад, приближая общую победу. Алексей Корчма подробнее. Фронт проходит сейчас через сердца миллионов наших людей. Медикаменты, средства связи, теплые вещи – все для фронта, все для победы. Обращаясь к Федеральному собранию, Владимир Путин поблагодарил людей за искренний отклик. В каждом регионе собирают тонны гуманитарных грузов и отправляют своим на передовую. Есть примеры, когда ежемесячно одна и та же бабушка приходит и с каждой пенсии приносит 1000 рублей для того, чтобы ребята могли закупить в рамках нашего фонда «Все для победы», могли закупить какую-то необходимую экипировку или еще какие-то вещи, которые необходимы, рации, батарейки, элементы питания. Приносят также носки, сами вяжут люди. То есть каждый человек какую помощь может оказать, он ту капельку вносит для того, чтобы на передовой ребятам было немножко легче. Союз женщин Республики Коми инициировал акцию «Материнская посылка». Всего за неделю для защитников Отечества в городах и районах собрали более 2000 таких посылок. Мы никогда не думали, что мы сможем собрать такое количество посылок. Это более 2000 посылок собрано буквально за какую-то неделю. И каждая посылка – это добро, это тепло, это с такой лаской и заботой собрано, потому что здесь положено, знаете, то, что хотелось бы подарить на праздник своему сыну. Крупные предприятия Коми помогают нашим бойцам на постоянной основе. Вот только одна из отправок. Свыше сотни коробок с продуктами питания, теплыми вещами, нательным бельем, с аккумуляторами и антисептиками в Белгородскую область. Уже там груз передан представителю воинской части. Сыктывкарский пивзавод и другие предприятия города всего за пару недель собрали несколько десятков тонн гуманитарного груза. Наша обязанность сейчас помогать, потому что мы прожили спокойно 80 лет только благодаря тому, что наши деды и отцы отдали 27 миллионов жизней за нас, за то, чтобы мы жили спокойно. Сейчас наша очередь. Невозможно сидеть на диване и смотреть по телевизору, как наши ребята там сражаются и гибнут за нас. Поэтому я считаю, что это необходимо просто. Консервы от птицефабрики «Зеленецкая» незаменимы в полевых условиях. Предприятие поддерживает бойцов постоянно, отправляя на фронт 1000 банок мясной продукции. Гуманитарные грузы передают из рук в руки. Зачастую на передовую выезжает лично глава Коми Владимир Уйба. Привозит все, о чем ранее просили бойцы. А еще весточки от родных. Пожалуй, самое главное – частичку тепла родного дома. На днях наша очередная партия гуманитарного груза доставлена на фронт. От Сыктывкар-Пива, одежда, обувь, продукты питания, хозтовары, сигареты, газовые баллоны. Зеленецкая направила консервы. При поддержке правительства республики организован транспорт для доставки именных посылок. Весточку из дома получили солдаты из Ударского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского районов Коми. Мы родственники, жены, мамы, ребят, находящихся в зоне СВО с Усть-Куломского района, приносим большую благодарность правительству Коми за доставку наших посылок, нашего домашнего приезда нашим ребятам. В составе гуманитарного груза, помимо продуктов питания и вещей, тепловизоры, дизельные обогреватели, конвектор и рации, приобретенные на деньги жителей Ударского района.
Огромное спасибо из Йодмы за то, что доставили гуманитарный груз и посылки нашим ребятам. Поддержка участников спецоперации из республики – один из приоритетов в работе правительства Коми. Сейчас добровольцы, мобилизованные из республики, обеспечены самым необходимым, а дома с их семьями работают адресно, помогают в решении бытовых и социальных вопросов. Эта помощь продолжится и многократно усилится. С этой целью в каждом регионе России вскоре заработает государственный специальный фонд. Алексей Корчма, Олег Жуковский, телеканал Юрган.